говорит командир корабля. Меня зовут Алексей Гузиков, второго кого зовут. От имени экипажа, говорит командир корабля и компании Seven Airlines, мы поздравляем вас с Новым годом. Настройте каждый его день так, как хочется именно вам. Всегда будем рады вам в этом помочь. Счастливых путешествий в Новом году. Пока-пока. Ребята, привет! Мы в Москве. Мы на Павелецком вокзале. Мы только что приехали на Павелецкий вокзал, на площадь вот на эту вот. Сегодня 31 декабря 2024 года, время 18:25. Мы приехали в Москву встречать новый 2025 год, друзья. И специально для этого мы обязательно, конечно же, делаем ролик. На фоне меня красивые виды, как всегда. Павелецкая площадь, вот это перед Павелецким вокзалом. Сегодня, завтра и послезавтра будем показывать красивые московские места. Обязательно вот прямо сейчас мы отправляемся в сторону Красной площади. Я, насколько знаю, она закрыта, но хотя бы на Спасскую башню мы чуть-чуть посмотрим. Сегодня 31 декабря, я думаю, это будет здорово. А также пройдемся по всяким красивым улицам знаменательным московским. Постараемся, может быть, какую-то историю из этого всего подчерпнуть, все, что сможем. Ну, если не будет истории, значит, мы просто будем наслаждаться красивыми московскими зимними видами. Зима в Москве. Такой здесь лозунг у нас в Москве. И погнали гулять с нами, друзья! Если вы, как и мы, приехали в Москву на Аэроэкспрессе из Домодедово, то кроме непрерывного потока приезжих лиц, первое, что вы увидите, это будет Павелецкая площадь и находящийся на ней комплекс Павелецкая плаза. Что характерно, территория выглядит очень красочной и всеми своими иллюминациями характеризует преддверие Нового года. Но поскольку во времени мы были очень ограничены, продолжим нашу прогулку по Садовому кольцу в сторону исторического центра Москвы, параллельно наслаждаясь архитектурой и современным контрастом. Далее у нас появляется возможность немного отдохнуть от шума Садового кольца. Так мы сворачиваем на одну из старейших и уютных улиц Замоскворечья – Пятницкую улицу.
пути нам попадается еще один довольно уютный переулок, и называется он Климентовский. Здесь расположено много точек общепита и сравнительно недавно открывшееся общественное пространство, за которым красуются строящиеся жилые комплексы. Также здесь находится станция метро Третьяковская. В метро мы, кстати, тоже побываем, но немного позже. Далее, выйдя на Большую Ордынку, мы направились в сторону главной достопримечательности Москвы – Красной площади. Записать традиционные поздравления для наших зрителей на фоне Спасской башни было тем еще испытанием. Был сильный ветер, руки мерзли, а также в наш адрес периодически поглядывали стражи порядка. Поздравляю, друзья, с наступающим 2025 годом. Всем счастья, всем добра. И вот нашему взору открывается главная площадь страны. Красная площадь – это сердце Москвы, символ ее богатой истории и культуры. И, конечно, мы видим ту самую Спасскую башню с ее душевным и новогодним боем курантов, и на фоне которой почти у каждого есть фото. Здесь же расположен торговый центр ГУМ и самый дорогой в стране каток. Площадь часто служит местом для различных мероприятий и праздников, что добавляет ей живую энергетику. Свернув на Варварку, мы сделали остановку на смотровой площадке с видом на парк Зарядье. Кстати, там, где мы сейчас находимся, ранее располагался пандус, который вел на второй ярус гостиницы «Россия», которая здесь располагалась в 2007 году, а позже была демонтирована. Наверное, каждому, кто бывал в Москве, приходилось гулять по этой светящейся гирляндами и кишащей пешеходами улице. Большей популярностью Никольская пользуется благодаря своей непосредственной близости к Красной площади. Здесь много различных заведений, от сувенирных до питейных. Наше внимание привлекает еще один в прямом смысле яркий переулок. Третьяковский проезд – это историческая часть в районе Китай-города. Проезд был построен в конце 19 века братьями-меценатами Третьяковыми. Заканчивается проезд Третьяковскими воротами с выходом к театральному проезду. Друзья, довольно быстро, шустро, примерно в течение часа мы дошли до Третьяковского проезда. Там у нас улица Никольская. Ну что могу сказать, Новый год в Москве – это очень много людей. Ну реально с коляской пройти очень сложно местами. Народу просто тьма. Красная площадь, естественно, закрыта, все пытаются туда попасть. Такое столпотворение, толкучка. Нам много кто говорил и смотрели блогеров, говорили, что очень много народу будет в центральной части Москвы, вот в этой исторической части. Но как нельзя 31 числа вечером не пройтись по самым центральным красивейшим улицам Москвы, самой исторической, Никольская, Третьяковский проезд. Сейчас мы пойдем в сторону Тверской, ну и там уже пойдем в сторону нашей любимой гостиницы «Азимут» на Смоленской. Так что пойдемте гулять дальше, друзья. Полюбовавшись безумным количеством народа и невероятными видами Лубянской площади, мы направились в сторону Большого театра.
Поскольку Красная площадь была закрыта, основной площадкой скопления людей, желающих встретить Новый год, стала площадь перед Большим театром. Вот уж где максимально некомфортно может почувствовать себя в преддверии Нового года человек, избегающий большого количества людей, так это именно здесь. Поэтому мы поспешили направиться в сторону Арбата и по традиции строили маршрут через сеть магазинов «Ароматный мир». Практически каждая оформленная новогодняя площадка привлекает к себе внимание и не позволяет пройти мимо. Библиотека имени Ленина не стала исключением. И, конечно, мне, как музыканту и основателю рок-группы, не получилось пройти мимо выступления кавер-группы и лишить себя возможности послушать живой звук. Последние часы этого года, ну, в принципе, Новый год был, да? Не очень. Просто я не знаю куплет. Но как и Новый год, скоро будет припев. Люби меня, люби, шагом идем, ночью идем, сердце сжигая. Люби меня, люби. На Арбате. Арбат, он же в народе Старый Арбат, улица в Центральном административном округе города Москвы в одноименном районе. Арбат по-арабски пригород, и до 16 века этим именем назывался весь район от Кремля, откуда мы, собственно, и пришли, до Садового кольца, куда мы планируем прийти. Однако, прогуливаясь по Арбату, постепенно начала проявляться усталость. Многие чувствовали, что наш марафон приближается к 15 тысячам шагов. Но при этом мы продолжали восхищаться новогодним оформлением Арбата и даже попали в объективы местных популярных стримеров. Канал «Шагая по Москве». Кстати, многие в колпачки нарядились, гуляющие, я замечаю это периодически. По Арбату дорога шла на Смоленск, по ней ехали в Москву торговцы, по ней же шли в Москву войска неприятеля. А теперь здесь прогуливаются тысячи туристов ежедневно, и, наконец, спустя 2 года прогуляться по этой знаменательной улице добрались и мы. Нашей заключительной точкой на сегодняшний день стала Смоленская площадь, где и располагается столь долгожданная гостиница «Азимут». Но что может быть более долгим, чем ожидание заселения? Конечно, ожидание лифта. И глядя на часы, я понимал, что уфимский Новый год нам суждено встретить в лифте. В номер мы зашли уже после 10 вечера. Тая уже спала и, быстро накрыв своеобразный новогодний стол, поздравляли с наступившим в Уфе Новым годом мы друг друга уже шепотом. А Новый год в Москве мы встретили по-настоящему запоминающийся, с поздравлением президента, подбой курантов и с многочисленными салютами, которые то и дело мерцали между жилыми комплексами.
Первое утро нового 2025 года встретило нас красивым рассветом и новогодней классикой советского кинематографа. Впрочем, к иронии судьбы, мы в этом фильме вернемся еще не один раз. Так что вкусно и по-новогоднему позавтракав, мы засобирались на прогулку, благо, на первый взгляд, погода к этому полностью располагала. Итак, доброе утро, друзья! У нас сегодня 1 января 2025 года. Мы находимся в городе Москва. Да-да, мы отдыхаем в городе Москва. Время 10:15, мы сегодня выспались. Вчера просто жутко вымотались, это вообще что-то было с чем-то. Выпал снег, была каша, ботинки промокли, коляску тащить тяжело, коляска была полная рюкзаков. Что творилось в районе Красной площади, друзья, это просто вообще жесть. Мы шли сначала по Пятницкой, по Большой Ордынке, было в принципе хорошо, спокойно, даже так это Новым годом начинало веять. Но потом в какой-то момент мы вышли ближе к Зарядью, где вот мы как раз сделали поздравительное видео. И вот там началась жесть. Там было просто бомбическое количество людей, потому что Красная площадь перекрыта. Перекрыта она там чуть ли не в 2 круга была. И, в общем, поэтому передвигаться там было очень довольно-таки проблемно. А сегодня у нас такая программа, средненькая. Мы сейчас отправляемся на Смоленскую, на станцию метро и поедем в сторону ВДНХ. А еще заглянем в парочку интересных мест после. Так что оставайтесь с нами, погнали гулять. Менты пьяных ловят. Впервые я столкнулся с тем, что привычный для нас 2GIS напрочь отказался прокладывать маршруты на метро. Пришлось откатиться на несколько лет назад в прошлое и изучить карту метро, чтобы проложить маршрут до ВДНХ. Вот мы сейчас на Смоленской. Мы сейчас доедем до Курской станции, потом до проспекта Мира и отсюда уже на ВДНХ. Да, друзья, что интересно, 2GIS почему-то мне сейчас не проложил маршрут на метро, то показывает только автобус и электричку почему-то. Я не знаю, почему нельзя уехать со Смоленской на ВДНХ. В чем проблема? Это Москва. Ну ладно, час у нас дорога точно займет. Давайте путешествуем. Станция метро Смоленская – одна из первых станций метро. Она была открыта почти 90 лет назад, в апреле 1935 года. В те же годы станция была конечной, и вход на станцию был через отдельно стоящий западный вестибюль, который в 50-х годах был заменен современным, встроенным в многоэтажный знаменитый дом с башенкой. Нельзя оставить в стороне и приятные позывные метро, по которым через какое-то время по непонятным для меня пока что причинам начинаешь скучать. А также 1 января в московском метро нас встречают совершенно пустые вагоны.
Первое, что встречает нас при выходе из вестибюля станции метро ВДНХ, это музей космонавтики, который можно заметить по взмывающему вверх 110-метровому титановому монументу. А пройдя сквозь гогот зазывал на экскурсии, чуть дальше можно увидеть первую и единственную в России трассу монорельсовой пассажирской дороги. Одной из территорий, для которых разрабатывался монорельс, была выставка достижений народного хозяйства, которая не просто демонстрировала идеальную картину современности, но и транслировала образ будущего. Монорельс существует чуть больше 20 лет и насчитывает 6 станций. В данный момент монорельс работает только в экскурсионном режиме, а интервал движения между составами 30 минут. ВДНХ – это выставка достижений народного хозяйства. По сути, это музей под открытым небом, где посетители могут не только погулять, перекусить и расслабиться, но и узнать что-то новое и интересное. Еще одна достопримечательность парка – это воздушный трамвай, который представляет собой футуристичные кабины, которые перемещаются через так называемые кольца зарядки, как уверяют авторы, заряжая посетителей позитивом. Стоимость зарядки 450 рублей в будни и 550 в выходные и праздничные дни. По Москве гуляешь? Здесь на площади в 235 гектаров находится больше 20 музеев, обойти которые потребуется не один день и не 1 десяток тысяч рублей. За посещение практически любого павильона придется заплатить примерно 1000 рублей с человека. Мы подходим к одной из центральных площадок выставки – площади промышленности. Здесь нас встречает легендарный советский лайнер Як-42, который установлен здесь в 1981 году, и именно на нем был установлен рекорд дальности беспосадочного перелета протяженностью почти 5000 километров. Далее нас встречает транспортно-десантный вертолет Ми-8 и истребитель Су-27, а в центре площади макет космической ракеты «Восток». Матвей хочет полетать на Буране. Поэтому снимает видео про него, чтобы конструкцию скопировать и в деревне начать собирать из деревяшек из всяких. Ну, ты же собрал Опель? Опель. Да, но он не полетел. Здесь же рядом находится и музей транспорта Москвы, и музей гаража особого назначения, который внезапно напугал нас среди утренней первоянварской тишины. Зачем включил ее? Я кнопку нажала. Вот. Теперь тут музыка орет на весь парк. Гараж особого назначения Федеральной службы охраны Российской Федерации на протяжении более 100 лет отвечает за транспортное обслуживание и обеспечение безопасности руководителей государства. Один из павильонов, который мы очень хотели посетить, так как видели его в одном из стримов вышеупомянутых блогеров. К слову, он должен был быть бесплатным, оказался попросту закрыт, как и все остальные. Друзья, ну прогулялись мы, в общем, по ВДНХ. Что могу сказать? 1 января в ВДНХ, точнее, если вы просто хотите погулять по территории, то кроме этого здесь больше делать нечего. Здесь ровным счетом 1 января утром ничего не работает. Не работает ни колесо обозрения, в котором билет, кстати, стоит что-то порядка 1100-1300, что ли. Работает только канатная дорога, но на нее мы тоже, естественно, суваться не стали. Ну, не захотели мы просто. Мы хотели посетить макет Москвы. Мы посмотрели его на стриме одних блогеров, очень хотели его посетить, но у нас это тоже не получилось, потому что он просто-напросто закрыт, друзья. Мы подовольствовались только тем, что прогулялись просто по территории, по асфальту. Тут еще у нас пошел снег, пришел какой-то
фронт в Москву. Все, сейчас поедем куда-то дальше, показывать еще какие-то интересные места. Ну, в общем, как-то так. Такая вот у нас прогулка получилась по ВДНХ. А вот самый большой каток в России. И я на нем не катаюсь. Не потому, что я не хочу, а потому, что он закрыт. Ну что ж, с ВДНХ все понятно, нам пора снова в метро, чтобы на стареньком составе 90-х годов, который до сих пор курсирует по Сокольнической линии, отправиться в сторону станции Юго-Западная. Друзья, мы приехали на станцию метро Юго-Западная. Это у нас проспект Вернадского, дом 113. Ну а в простонародье этот адрес известен как 3-я улица Строителей, дом 25. А квартиру вспоминайте сами. Какая же зима, какой же Новый год без иронии судьбы. Прямо в этом доме снимался фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Этот дом как раз там, где жила Надя, то есть этот дом, он как бы находится в Ленинграде условно, но находится он на самом деле в Москве, и мы прямо здесь. И, как вы думаете, здесь, наверное, в сугробе где-то должна фотография Ипполита валяться, да? Давайте поищем. О, точно, смотрите, Ипполит. Мы перестали делать глупости, а мы их делаем, поэтому мы сюда приехали и снимаем вот этот вот ролик. Так что идемте дальше, сейчас мы еще идем до дома, где жил Женя Лукашин. Друзья, ну и еще один адрес, который знаменателен и совместим, так скажем, с фильмом «Ирония судьбы» или «С легким паром», фильм Эльдара Рязанова, кстати. Это у нас проспект Вернадского, 125. Здесь у нас проживал сам Лукашин. То есть вот эти виды, они нам знакомы по началу фильма. Там же у нас вдалеке виднеется церковь Михаила Архангела. Та самая церковь, которая тоже в начале фильма попадает в кадр. Вот в таких вот замечательных местах мы оказываемся. А на самом деле это обычный спальный район, панельки. Здесь вот народ такой веселенький. Тут же вот прям пивнуху чувак с красными глазами на меня посмотрел. Что ты тут снимаешь? Ну, в общем, такой вот райончик, юго-западное метро, проспект Вернадского. Ну, если вдруг хотите здесь тоже оказаться, приезжайте. Только приезжайте 1 января, потому что сегодня, ну и вообще фильму исполнилось 50 лет с момента, как этот фильм вышел. Ну что, а нам пора идти дальше. Многие, оказавшись в метро, восхищаются его архитектурой и конструктивом. Мы же, в свою очередь, восхищались тем, как терпеливо кем-то был отделан тоннель станции. Плитку все зафигачили. Не лень было.
Вернувшись на Смоленскую, нужно было пополнить запасы шампанского. И, ознакомившись с ценами в азбуке вкусов, Шампанского купить хотим на вечер. Какое взять вот? пришлось вернуться к более доступным магазинам. Опять же, ароматный мир пришел к нам на помощь. Привет. Друзья, мотался я сегодня, не только я, ноги гудят, мы не довыполнили свой план до речного вокзала, мы не добрались, потому что, во-первых, испортилась погода, очень сильно идет дождь, идет снег в Москве, и поэтому не очень комфортно передвигаться сейчас. И плюс еще, если вы заметили, мы заселились вчера на 8-й этаж гостиницы «Азимут». А изначально на почту было написано: ребят, пожалуйста, давайте нам красивые виды, хорошие виды. И сегодня, как они выразились, комплиментарно нам предоставили номер на 15 этаже и вот с таким потрясающим видом. Спасибо, гостиница «Азимут». Молодцы, исправились. Красавцы. А мы будем отдыхать, кушать и расслабляться. Кушать еще погреть надо как. Видами Москвы, на мой взгляд, можно наслаждаться бесконечно, особенно если ты находишься на 15 этаже на высоте примерно 50 метров. Если вам повезет так же, как нам, то слева откроется вид на Плющиху, ту самую, где можно попробовать найти 3 тополя. Прямо под окнами нам видно уютный Шубинский переулок. Здесь много различных административных зданий, различной московской архитектуры, а также в начале лета здесь потрясающе цветет и пахнет сирень. А чуть дальше нам открывается вид на архитектурный ансамбль на Смоленской набережной, за которым река Москва. По центру вашему взору будет открываться вид на реку Москву с речными трамвайчиками. Далее у нас Киевский вокзал и торговый центр Европейский. Чуть правее нас встречает верхушка одной из 7 сталинских высоток – гостиница «Рэдисон», за которой строится современный парящий жилой комплекс. Правее нам открывается вид на Краснопресненскую набережную. Там же виден Белый дом, он же Дом правительства, и вдалеке завершает всю эту композицию Москва-Сити.
Оказавшись возле здания МИДа на Смоленской площади, именно здесь мы решили провести наш первый прямой эфир. Мы прогулялись по Арбату, по Никитскому и Тверскому бульварам, а закончили наш прямой эфир на Пушкинской площади, где и продегустировали местный вкусный глинтвейн. Прямой эфир я хотел попробовать давно, и, как оказалось, это очень даже интересно не только для нас, но и для наших зрителей, так как, прогуливаясь по историческим местам, можно не только наслаждаться свежим воздухом и архитектурой, но еще и общаться со зрителями. Вкусно? Вообще, прям очень вкусно. Сейчас попробуем. Такой терпкий. Мы взяли глинтвейн, дегустируем. Только что прогулялись по Тверскому бульвару, провели стрим, который можно посмотреть в записи на нашем канале, на всех удобных ресурсах. Дегустация глинтвейна Матвеем Ядренкиным. Внимание! Он классный. Он очень вкусный. Рекомендую, кстати. Новые нейронные связи, как мы любим говорить. Попробовали глинтвейн. Вкусненький. Там Тверская, Тверской бульвар. Еще одной довольно знаменательной улицей Москвы является Тверская. Улица начинается от Манежной и заканчивается у Триумфальной площади. На Тверской была проложена первая в Москве линия конно-железной городской дороги, так называемой «Конки», которая начиналась от Страстной, ныне Пушкинской площади, и шла в направлении от центра. На ней сосредоточены первоклассные гостиницы, магазины с историей, кафе, рестораны, музеи и театры. Здесь по-прежнему перекликаются прошлое и настоящее города. Исторические здания соседствуют с яркой новогодней иллюминацией. Особенно хотелось отметить фонарные столбы, иллюминация которых напоминает бокал с шампанским, что делает красоту улицы особенно новогодней. Друзья, привет еще раз. Мы сегодня даже что-то не поздоровались, только на стриме, кстати. Залетайте на стрим, посмотрите нашу запись на канале на нашем, а также в ВК. В Рутубе ее, наверное, не будет. Так вот, мы дошли до Манежной площади, до Красной площади, прямо перед моими глазами. Вот этот исторический музей, который бывший музей Ленина, как в фильме «Вора-2», помните? Я очень не хотел проходить через рамки. Алкоголь, петарды, еще что-нибудь есть? Я говорю, нет, показываю ноутбук, стабилизатор, квадрокоптер какой-нибудь есть с собой? Какой-нибудь. Ну, в общем, добрый дяденька, спасибо тебе большое, что ты нормально, без всяких нас шмонов пропустил спокойно. Мы пойдем дальше сейчас гулять по всяким площадкам местным тематическим. Должно быть интересно. Пойдемте с нами. Здесь у нас площадка, тематические площадки, всякие фильмовые, сказочные. Должно быть здорово. Помимо ярких новогодних иллюминаций, в Москве в качестве новогодних инсталляций размещено много ретро-автомобилей. Но нам же за все эти дни попался только один запорожец. Кстати, ребят, говорили, что везде машины по Москве стоят, и что-то мы вот на третий день только увидели какую-то машинку. Что касается
вопроса попасть на Красную площадь, я думаю, вопрос этот у нас исчерпан. На Красную площадь мы сегодня попасть не хотим, учитывая ту очередь, которая там сейчас есть. Улица любимых комедий, наверное, была. Отломилась площадочка. Давайте смотреть. Здесь должны быть фильмовые площадки. Вон. Да, «Ирония судьбы». В нашем ролике уже неоднократно были кадры и места из фильма «Ирония судьбы». А теперь нам выдалась возможность не только посмотреть на постановочную сценку из фильма, а еще и поучаствовать в ней. Здравствуйте. А это я вам тут дверь ломаю. Зашел вот поздравить. Я вам все сейчас объясню. Здравствуйте. Не Надя. И кто это такой? Я не понимаю. Я Ипполит с обновлениями. С обновлениями? Да, обновление установил. Советское кино уже Не подарили на Новый год. Да. Вот это да. С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем, кипаром! Спасибо, ребята. Хорошего вам дня. Сохраняйте дух авантюризма! Конечно! А где заливная рыба? Она гадость, лучше не пробуйте. Все, понял, принял. Ну, Надя готовит, предлагаю. Спасибо. Готовить. Спасибо, ребята. Кроме «Иронии судьбы» на площадке были и другие всем знакомые кинокартины, такие как «Джентльмены удачи», «Девчата», «Операция И» и так далее. С Новым годом! Заключительной локацией в нашем московском новогоднем путешествии стала площадь перед станцией метро «Театральная». Пора было отправляться в сторону Павелецкого вокзала, откуда начиналось наше путешествие. Напоследок мы еще раз насладились романтикой и звуками подземки. Впереди у нас была дорога на комфортном аэроэкспрессе и вполне привычные, но каждый раз не очень комфортные бюрократические моменты, касаемо безопасности в аэропорту. Ну вот мы на Павелецком вокзале. Заключительные виды Москвы. Наверное, заключительную речь я напишу чуть позже. Ребята, ну вот мы и в аэропорту Домодедово. Совсем чуть-чуть осталось до нашего вылета, около часа. Что могу сказать? Прикольно мы отдохнули, классно погуляли. При регистрации возник небольшой трабл. Нам посоветовали сдать коляску у трапа. Потом мы вспомнили, что у нас в ней много всякого-всякого. Но опомнились мы уже поздновато. Пришлось сдавать ее в негабарит. В негабарите выяснилось, что нам неправильно сделали бирку. Я пошел обратно на стойку регистрации, переделывать бирку. Небольшая
словесная перепалка с сотрудником S7. Ну и в итоге мы все-таки наконец-то идем в сторону нашего гейта номер 12. И скоро полетим. Наверное, на этом уже будем вместе прощаться. Потому что впереди будут только перелет, возможно, уже ночные виды и дорога до дома на автобусе. Может, на такси, не знаю, посмотрим. В общем, спасибо, что посмотрели. До скорого, до встречи. Друзья, коляску, дурацкая вот эта бумажка, сейчас я ее покажу. Из-за этой бумажки наша коляска оказалась у трапа. И мы вообще были к этому совершенно не подготовлены и суетились прямо на месте, распаковывали ее. Зато мы сейчас вот здесь, в нашем терминале. Ну, теперь уж точно пока. Встречи наших следующих. Сейчас я Матвей Ядренкин, Катя Ядренкина, Таисия Ядренкина.